Неизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает имитировать реформы. Недавно власти разрешили провести 2 митинга. Токаев обещал погасить кредиты многодетным и инвалидам, и в завершении был создан так называемый Национальный совет общественного доверия. Смотрите на эти лица. Все они теперь устроены на престижную работу и будут иногда сидеть в одном зале с Касым-Жомартом Токаевым. В созданный администрацией Токаева Нацсовет вошли 44 человека. Несколько депутатов, несколько косановцев, правозащитников и общественных деятелей. Есть в Совете и осужденные за коррупционные преступления. Отряхнули пыль и ввели в Совет некоторых ушедших на пенсию оппозиционеров. Главой Нацсовета Токаев назначил самого себя. Своим заместителем поставил главу своей администрации Крымбека Кушербаева. Писарем, то есть секретарем, стал советник и главный аккординский политтехнолог Ерлан Карин. Остальные члены Нацсовета, по сути, выполняют декоративные функции. Время от времени их будут собирать, записывать на видео и снимать на фото. Они могут предлагать, они могут обсуждать, но в конечном итоге решение принимает только Токаев и его администрация. Что интересно, Амиржана Косанова и его товарища Дос Кушима в Совет не пригласили. Судя по всему, эти двое настолько себя дискредитировали, что без особой нужды их не будут больше использовать. Косанов и Дос Кушим еще не утилизированы, но уже находятся очень близко к помойке. Подобные структуры в свое время неоднократно создавались Нурсултаном Назарбаевым. Например, в середине 2000-х был создан совет под названием НКВД – Национальная комиссия по вопросам демократизации. Среди членов НКВД был уже списанный в утиль Жармахан Туйгбай. В 2016 году после многотысячных народных митингов против продажи земли был создан еще один совет под названием Земельная комиссия. Однако все эти советы, так ничего и не решив, после спада народных волнений распускались. И на этот раз целью созданного Касым-Жомартом Токаевым декоративного совета является намерение спустить пар с закипающего котла. Советуем всем приглядеться к членам Токаевского совета. Все они будут играть на оппозиционном или околооппозиционном поле и имитировать бурную деятельность. На самом деле они на стороне власти и помогают ей лучше выглядеть перед народом и Западом. Не верьте и не обманывайтесь, что бы они ни говорили и не обещали. Если бы в Аккурде действительно хотели прислушаться к народу, там бы давно нашли деньги на пособие и пенсии. Там бы давно поменяли законы и дали народу возможность избирать своих депутатов и своих акимов. Назарбаевский режим напуган народными митингами, но продолжает обманывать народ пустыми обещаниями и созданием декоративных советов. Вы выходили на улицы, на митинги и пикеты, а эти приспособленцы воспользовались плодами ваших усилий.